Так, приветствую, друзья! Давненько, давненько. Жив-здоров. Потихоньку работаем. Отвечаем на вопросы телезрителей, клиентов и так далее. Какие у нас новости? Лето закончилось, осень началась, первый снег уже давно оттаял. Зима наступит через 2 недели. И у нас, ребята, октябрь. И все те, которые участвуют в конкурсе, они знают, что наконец-то конкурс состоится в этом октябре. Но спешу вас разочаровать, ребята. Всего ничего, куплено билетов только половина, насколько я помню сейчас, на данный момент. Так что надо приобрести билеты. Однозначно. И тогда ровно, как сказано было, будет 20 ножей из хороших сталей. Не из пружины, не из рессоры, а именно из хороших. Не исключено, что будет из стали PGK. Не исключено, что будет из бычьего хвоста. Посмотрим, как будет. Как так у нас... ребята, один мой работник сейчас где-то в Украине воюет. Хотя 2 месяца как ничего не сообщает. Другой приехал, но переехал в город. Так что я один, ребята. Свободный художник. Заказа пока такого сильного не принимаю. У меня и так есть заказы. Печни, батареи. Буду приступать в течение этого месяца. Именно к ним уделю особое внимание. Так, сейчас по многочисленным просьбам, ребята, хочу вам показать, попытаюсь показать, как надо точить правильно, если у вас режущая кромка закончилась. Такое бывает. Мой первый неолог, старенький ножик, и у него режущий, даже отсюда видно, что клеймо старенькое. А он у меня рабочий, все хвосты туда-сюда со стали неолог делает спокойно. Точили с этой стороны. Ребята пользовались, и частенько и мы сами. Видите, сколько уже наточено. Ребята воспользовались. Что осталось. Видно? Столько убрали. Но, как видим, тут много, а тут на лезвии осталось всего ничего. Это почему так происходит? Происходит это из-за того, что точим мы с тыльной стороны. С тыльной стороны, с этой стороны, а не там, где дол. А должны были точить, ребята, там, где дол. Если точить там, где дол, прикасаясь и обуха, и лезвия большим отклонением, надо сказать, большим отклонением к лезвию, такими движениями, неважно какой грубости у вас там точило, главное, чтобы обух не сильно дергали, а прикасались просто. И главное, чтобы вышел режущая кромка была пошире. Правильно? Тогда у нас получится более широкий режущая кромка и
Режущая кромка будет загибаться вот так, на ту сторону, там, где тыльная сторона. И эту режущую кромку просто подправляем один раз с тыльной стороны. Ну, угол примерно 30, 27, 25, где-то так угол. Поправили один раз. Звук какой. Тогда у нас получается загнулся так, благодаря последними движениями она становится прямым. Это касается любых сталей, которые изготовила эта компания. Сейчас наглядно покажу. Попытаюсь показать, как расширить дол. Вот. С помощью гриндера. Так такого у вас, наверное, у всех нету. Но хороший нож требует хорошего отношения. Так что надо вам приобрести точильные станки ручного такого. Продают везде от 1500, по-моему. Или у вас золотые руки, никакого сомнения нет. Положили ножик вот в таком положении. И тут наждачкой, ну, начиная от 400 и поправили. И поправили. Все. Больше ничего не надо. К великому сожалению, ножи от Бердыка, они очень тонкие. Режущая кромка. Вот. И мы отвечаем только за свои изделия. За других мастеров мы не можем отвечать. Вот. Некоторые, ну, многие желают там, чтобы мы ремонтировали разные якутские ножи, линзы, без линзы, других фирм, там бивни, стальные бивни и так далее, и так далее. Мы категорически отказываемся. Обращайтесь к ним. Вот. Вы покупали у них, обращайтесь к ним. Вот так будет честнее. Почему? Потому что любой мастер должен отвечать. Это большие слова. Сейчас на данный момент у меня тут по гарантии лежит вот несколько ножей. Вот. И мы к нему вернемся. Вот. Некоторые ножи искусственно сломаны. И они требуют, чтобы возвращали финансы или нож. Но мы так таковые движения, мы так таковое не будем поступать. По той простой причине, согласно до приобретения сказано, в каких случаях распространяется гарантия. Ребята ломают ножик. Человек большой, не маленький, резким движением сломал. Давай обратно, верни деньги. Такого не получите нигде, ребят. Нигде. Приходит ножик, смотрит мастер. Да, есть окалина, да, есть перекал, да, есть какие-то понятные кузнецу моменты, понятные, что его вина действительно есть. Тогда принимается, заменяется и отправляется обратно. Но многие, слушая слово «пожизненная гарантия», значит, надо поступать так, чтобы воспользовались немножко. Не понравилось, давай верни деньги. Такого, ребята, как говорится, не допустим. Не будет такого. У нас в народе говорят, в кармане фигу показывают. И все. Вот. Хорошие ножи требуют очень много работы и время. Не считая времени, ну там нервов и так далее, и так далее. Мастер желает только одного. Хорошего ножа вам. Хорошее изделие. Не фуфло какое-то, тяп-ляп деланное, вот, а хорошее. Чтобы века служило, и отношение требует такого же. Чтобы ваши внуки, сыновья носили этот нож на поясе, на ремне и пользовались им. Вот. И отправляет, а этот дедушка будущий или отец будущий все ломает и говорит:
на букву Г, Г, Г и так далее. Ну, не обращаем внимания. В последнее время кожа толстая. Всякую нечисть мы не читаем, а активно таких пользователей, подписчиков, скажем так, удаляем из канала. Попросту. Не будем тратить время. И все. Ну, такая политика. Да, есть действительно хорошие культурные люди, объясняют такую ситуацию, раз такое-такое, да, есть действительно проблемы, оказывается, были, да, действительно, отправляйте, меняем, делаем, отправляем обратно, получают, радуются, дальше работают, пользуются. И ни один ножик заказывает потом. Все, так и должно быть, ребят. Если действительно гарантия распространяется на данные ножи. Все, ребята, сейчас пойдем покажем, что надо. Ну, попытаемся. Ну, и посмотрите, как правильно делать. Так, без маски тут никак. Тут пыльно и очень. Вот мой гриндер. Вот машинка. И как будем вставлять на данный момент? Мы должны поправить, касаясь, чуть-чуть касаясь эту сторону, и большинство передавить с этой стороны. Вот так будем держать и немножко, ну, где-то так будем держать. Ибо появился режущая кромка по ширине. И такими движениями обмочить в воде, остывая. Вот. Посмотрим, насколько быстро и широко будет дол. Ну, сбоку посмотрите. Сейчас попытаемся мы камеру. Так, одеваем маску. Такую вот. И прикинем сейчас. Посмотрите. Следите за нами, нашими действиями. Как говорится. Давайте чуть подымем. А то низко, по-моему. Аккуратно надо пойти, аккуратно. Тут у меня оставляю Копидрон 180-ю. Вот, грейд. Ну, басо, не басо, сейчас знаем. Так. Ну-ка, ну-ка. Чуть повыше делаем. О, по-моему, видать, да? Надеюсь, звук слышит. Пару движений и вот такое. Ну вот, ребята, парочка движений. Вот. И режущая кромка у нас становилась пошире. Вот она. Вот. Всего пару движений. То есть лента шла вниз, вниз. Мы поставили долом вниз и криво держали. Чуть-чуть под углом, примерно вот так, чтобы было. Вот. Ну, блин. Получается вот так. Видно, да? Где-то вот так. Чтоб долом точно не касалась шибко.
а немножко вот криво. Понятно? Вот, на месте этого бруска мог бы и ваш простой, который руками вот так надо точить, там где дол. Вот, немножко прикасаясь обуха ножа. Обух ножа. И с этой стороны поправляем. 1, 2, 3. Все. Режущая кромка встает. На данной ноже с тыльной стороны у нас тут образовался вот такой бугорчик. Сейчас мы убрали эту сторону. И этот бугорчик мешает нам. В простонародье якутского народа называется щеки. У режущей кромки это называется щеки. И эту щеку мы убрали эту сторону, но щека осталась. И мы убираем аккуратно и щеку, чтобы была такой угол. Угол у нас получается 27-30. Сейчас мы и будем делать. Вот осталось. Только там, где щека. А остальные не трогаем. Пока. О, аккуратно. Вот, убрали щеку. Вот. И режущая кромка у нас тут выемки у нас тут нету. Заусенцев не вышло. По той простой причине тут не очень так наточено. Вот. Щеки не убрали, да убрали, но аккуратно. Не самой лезвие еще не вышли. Сейчас идем, поставляем градус. Вот, и покажу, как правильно надо точить ребятам-мастерам, которые работают в вашем городе, и будете показывать им, как надо точить якутский нож с односторонним лезвием, с односторонним заточкой. Так, у нас тут тормик. Вот так. Видно, не видно. Вот так, тормичек. Станочек заточной. Да, было время, когда было. И мы вставляем на станке. Ну, любой нож можно точить. Вот. Главное определить угол заточки. И у нас тут определяется угол. Так, видно, не видно. О, угол неточный. А у нас тут 27 градусов. Видно? Вот. Сейчас поправим угол. Так, камерой. Да, давай. Поправляем, снижаем угол. И меряем заново. И главное, чтобы они должны быть ровно, как на данный момент. Ну вот. Смотрим по-другому. Так, еще дошли, не дошли. Чуть-чуть осталось. Так, еще снижаем.
Йоу! Как разон. Так, видно? Ну вот. Вот это точно мы поставили угол. Все, сейчас точим. И все. Так, камера камерой. Давай тут побудь. Может, видать, что будешь. Так, включаем аппарат. Дички добавляем. И таким образом точим ножик. С одной стороны только точу. И ныряющая кромка вышла там, где у нас дол. Сторона дола. Вот. Блестит. Наточили. И тут режущая кромка уже появилась. Делов всего ничего. Ножик готов. Поправили. Вот. Щеку убрали. А что дальше? У нас появляется и кромка. Ну, как видны, DualSense. Но это рабочий нож. Этому ножу так пойдет. Так, как показать-то? Совершенно тоненькая режущая кромка. Ну, с этой стороны появились маленькие DualSense. Вот так вот. Сейчас мы его будем немножко поправлять. И тут надо заметить, щеки нету. Ножик очень тоненький, значит хрупкий, но зато очень острый. Выбирай. Либо толстую, жирную, неуклюжую, либо четкую режущую кромку. Выбор за вами. Если у вас четкая, режущая, острая угол заточки, то появляется обратная. Она у вас уязвимая, хрупкая. Вот. Но зато она работает по режущим свойствам. Быстрорезу идет и идет. А если у вас, чтобы нож был надежный, мощный, чтобы прыгай, не прыгай, чтобы там акробал в банке, все что угодно, но тупой. Увы и ах, это не придумала компания Бадыка, это физика. Вот и все. Так что надо выбирать сначала. Надо понять, что вы хотите действительно. Хотите тоненькую модель, как говорится, которая на подиуме шагает. Красотка, да, красотка. Или соседку. Здоровую бабу. Ну, кому как, действительно. Про женщин тут, как говорится, неуместен разговор. Про ножи и женщины путать нельзя. Ну, это правда будет, наверное. Слово «нельзя» правдивее прозвучит. Все, поправили. Вот, следы остаются. Следы не видно. Вот. Ну, а я тут испытываю на себе. Ну и любой массе заточки. Ой, хорошая сталь неолокс. Ребята, поздравляю, у кого есть неолоксы. У кого есть неолоксы, поздравляю. Очень хорошая сталь. Сейчас не найти. Но специально для конкурса подогнали тут ребята из ДРН. Вот. Ну как режет. Режет и бреет. А бумажки у нас нет. Бумажки нету. Или есть.
в любом положении. Это рабочий нож. Мы что сегодня сделали за эти 25 минут? По многочисленным просьбам расширили режущую кромку. Вот. Мы побыстрее сделали на станке. Ну ничего, ребята, у вас терпение есть, я вам верю. Точите как правильно. Вот, показывали, как надо делать. И убрали щеки. Там, где режущая кромка, были щеки толстые, мы их убрали, либо избежать от тупости. Нож должен не только красиво выглядеть, но и самое главное, он должен резать четко, аккуратно, круче, чем скальпер или резак строительный. Вот, убрали щеки, точили, режущая кромка односторонняя. И все, демонстрировали. Сейчас можно, разделывая хоть лося, хоть кабана. Настанет время, наточим еще раз. Ну, у нас кабанов нет. Нынче в лес я не пошел. Моя любимая собака попала в ДТП. И без собаки я не охотник. Как и любой охотник. Да, трудные были времена. До сих пор вспоминаю и плачу. Хорошая была собака. Ну и что, через 3 года появится. Сказали, через 3 года новые заведешь. Вот, и это сказали не люди. Ну как-то так, ребята. Потихоньку, потихоньку. Сейчас на данный момент к нам спешить некуда. Некуда. За заказами там бегать и так далее. Шибко неохота. Свободный художник. Есть время, кую. Есть время, как говорится, работаем. Ну, уделяем большое время, конечно, своей творческой жизни. Да, и вы, ребята, поймите правильно. Да, мы живем один раз на этом белом свете. И хотел бы сказать, заметить. Давайте, ребята, жить дружно. Друг друга уважая, друг друга оценивая на данный момент. Видим, как поменялась жизнь в одночасье. Жили хорошо, металла было всякого разного, и цены были не кусачие. А сейчас поругали все, брат братом, вот, ну, грубо говоря. И в результате что? Сидим, сложа руки, тыкаем друг друга, бросаемся в горло каждому, как собаки, которые с ума сходили. Надо быть человеком, несмотря ни на что. Надо быть мужчиной, во-первых, а не стервой или тому подобной полузащитником Родины. Надо быть мужиком, во-первых. А мужики — это правильные люди. Мужики это сказали, сделали, уважение друг друга имеют. Ну то и мужики, они какие-то такие, лишь бы вреда, лишь бы говна добавить. Но это говно добавляется только у вас в голове. Надо это понимать. Не у нас, не у всех, а именно у вас. Так что, ребята, давайте жить мирно, дружно. Желаем крепкого здоровья, ребята. И, как говорится, ну, сейчас в наличии один ножик, вот, 15. Длина клинка. Вот, сталька Кромакс. Вот, кованый дол. Прыгай, не прыгай. Ручка темная. Она пока остается в продаже. Вот. А остальные уже проданы. 18 рублей ровно. Так, и приобретаем билеты, ребята. Этот конкурс тянем. Да, действительно нехорошо получается. Но поймите вы меня. Вот. И в том плане, что
человек не может идти в минус работать. Правильно? И этого зависит ваш успех, ваш выигрыш. Вот. Да, почти год. Или уже год. Не, почти год. В ноябре будет год, да, действительно. И все потеряли мы хорошую такую сноровку, азарт. Все стали какие-то скупые в том плане эмоций, в том плане позитива. Все какие-то дерганные стали. Мы сами наблюдаем, ребята, мир меняется. И меняем мы его, а не время. Меняют люди время. Не надо путать. И не надо путать, причем тут мы, если что, и так далее. Не жизнь такая, нет, не я такой, а жизнь такая. Это, ребята, сугубо личное и не в тему. Мы хотели поговорить про конкурс. Уж это. Приобретаем билеты. Система старая. Билеты по 500. Так, самое главное, пишем в описании при отправке. Вот, и пишем, извините, свой мобильный номер. Вот, сколько билетов приобрели. На 2 билета вашим номером сотового. Все, разыграем, генератор пускаем. Вот. И должен сказать честно, ребята, в моем канале забанен прямой эфир. Меня отключил YouTube прямой эфир. Сказали до октября. Ну, написали, вернее. Притом, почему? Потому что когда-то я демонстрировал на своем канале оружие Беретта. Вот. А 400, оказывается, у них есть закон, который не надо рекламировать оружие. Вот такой у них в Ютубе есть принцип, оказывается. Но мы-то не знали, мы-то хвастались, правильно? Вот. Вернее, информацию говорили людям, правду. Вот. А YouTube как робот посмотрел и демонстрации оружия. Вот поэтому мы блокируем ваш канал, сказать. И будут наверняка и отключили прямой эфир. Все. На 90 дней. Какого октября появится прямой эфир, мы узнаем в этом месяце, в октябре. Вот. А те, которые показывают, демонстрируют, ну, там у них положение, оказывается, не надо было его держать на руках и селиться, прицелиться. А просто так показывать, оказывается, можно. Ну, америкосы, они как-то тупо так и сделали. Ну, против терроризма и так далее, и так далее. Ну, замахнулись, подождем. Но если не включат, ребята, прямой эфир все-таки не включат, то поступим, включу камеру и все, выложу в интернет, YouTube. Вот. Так что, ребята, всех благ, здоровья, терпения, мирного неба. До встречи.